В республике продолжается работа по созданию дополнительных мест в школах и отказу от второй смены. Напомним, это одно из майских поручений президента страны. В Ухте в этом году сразу 2 учебных заведения смогли уйти от двухсменного обучения, и в таком режиме продолжают работать лишь 8 школ. Когда проблему решат и в них, выясняли наши ухтинские коллеги. Всего 8 школ Ухты в новом учебном году продолжают работать в 2 смены. Все остальные учебные заведения города от этой проблемы уже ушли. Во многом благодаря перепрофилированию помещений, то есть, где это возможно, под дополнительные классы отремонтировали прежде незадействованные кабинеты. Добавили соответствующую мебель и оборудование. Именно так получилось, например, в 5-й школе. Библиотеку и кабинет технологий потеснили, утеплили стены, поставили стеклопакет, добавили батареи отопления и освещения. И вот целых 2 новых кабинета. В них в скором времени начнут заниматься 2 третьих класса, это 52 школьника. Деньги на это выделили из республиканского и федерального бюджетов. Огромный плюс в том, что если детки обучались когда во вторую смену, они вынуждены были самостоятельно добираться до школы и уходить уже в вечернее время, в 17-18 часов, особенно в зимний период, в темное время суток. А на сегодняшний день, если первая смена будет, детки будут свободны уже в час, 14 часов, и могут свободно посещать все кружки и секции. Действительно, родители, которые ранее обращались в управление образования с просьбой убрать вторую смену, теперь в один голос отмечают хорошую сторону изменений. Режим дня их детей больше не страдает, а сами ребята не ущемлены в своих внешкольных интересах. Они могут продолжать заниматься спортом и творчеством в удобное время. Вероятно, скоро такая же возможность появится и у учеников 19 и 20 школы. Там тоже исследуется возможность перепрофилировать часть помещений. Пока это дело будущего. Но в пользе этого дела никто из преподавателей не сомневается. Первая смена, я считаю, конечно, лучше, легче ребенку, потому что он в одном режиме с родителями. Родители, отправляя ребенка в школу, уверены в том, что он придет, и он накормлен, вовремя ушел, вовремя придет. То есть в плане режима это, конечно, более организовывает ребенка. Ложка дегтя в бочке меда – ситуация с центральными школами города 21, 3 и 10. Здесь загруженность доходит до 180%. Одним из вариантов уйти от второй смены может стать ремонт дополнительного учебного корпуса здания бывшего интерната номер 5 по Горького 10. Потенциально это 14 новых кабинетов, снижение нагрузки на 10 и 2 школы. Но возникает другая трудность. Те школы, которые мы кабинеты ремонтируем, переводим в одну смену, там учителя-то есть. И они продолжают работать. А вот если, открывать, допустим, школу на Горького 10, тогда, возникнет вопрос с кадрами. Он и так сейчас стоит остро, а дальше будет еще интереснее. Самый оптимистичный расклад – строительства новой школы в новом микрорайоне. Но это уж совсем перспектива будущего. А пока в Ухте реализовали еще одну инициативу. 19 школ города перешли на 5-дневку. Суббота, как учебный день, стала выходным. Новинку опробовали с начала этого учебного года. Первые 2 недели возникают масса вопросов, трудностей, сложностей с расписанием. Родители уже задают вопросы, почему дети так поздно заканчиваются. Естественно, когда была 6-дневная неделя, уроки были распределены на 6 дней, и было максимум 5-6 уроков у ребенка. Сейчас, когда уроки распределяются на 5 дней, даже с учетом того, что на 3 часа меньше, получается по 6-7 уроков. И дети возвращаются, естественно, в 3 часа. 5-дневка – 2 грани одной медали. Увеличена ежедневная нагрузка на ученика и возможное уменьшение часов для учителей. Учитывая сложность вопроса, проект пилотный и сейчас обкатывается, как это выглядит на практике. Чтобы снизить нагрузку на детей, рекомендуют увеличенные перемены, а основные предметы чередовать с физкультурой. Во что это выльется, будет видно. Пока же стоит отметить, в Ухтинском муниципалитете перевод на 5-дневку стал одним из самых массовых в республике. Олег Исмаилов, Павел Лагутин, Юрган, Ухта.